Добрый день, уважаемые читатели библиотеки имени Белинского. Я не знаю, я не помню, чтобы кому-то посвящали столько времени, целый год до юбилея. Вспоминали, говорили, рассказывали, общались, школьники вели исследовательскую работу, в музеях вставлялись экспозиции, скульпторы делали памятники, земляки заказывали памятный знак, а мэрия тщательно рассматривала вопрос о присвоении улицы в городе Якутске имени. И это все посвящалось Вере Кирилловне Захаровой. Теперь имя Веры Кирилловны знают многие в нашей республике. Она известная летчица, участница Великой Отечественной войны. Знают, что она родила в селе Дильгей Алекминского улуса. Маленькой девочкой 2 лет переехала на родину отца в Чурапчу, затем семья переехала в город Якутск, когда ей было 12 лет. А мать Веры, Евдокия Николаевна, из многодетной семьи, не просто многодетной, а очень многодетной. В семье было 12 сыновей и 6 дочерей. Из русской семьи землепашцев Яныгиных. Предок пришел на земли Якутского края еще в 1795 году. Отец Кирилл Петрович Захаров – один из первых образованных людей Якутии, учитель, попавший, к сожалению, под репрессии в годы войны. С 1937 года Вера Захарова плотно занималась в Якутском аэроклубе, училась управлять самолетом, а наставником был наш земляк Валерий Кузьмин. С первых дней войны Вера просилась на фронт. В феврале 1944 года получила разрешение на фронт, попала в 141-й отдельный санитарный авиаполк Первого Белорусского фронта. Она сделала около 180 полетов, вывезла более 200 раненых бойцов с линии фронта. Потом был фашистский плен. Сбит ее самолет упал за линией фронта. Вера Захарова это выстояла. Прошла все проверки, допросы СМЕРШ, снова вернулась в свой летный полк и закончила войну в Берлине, оставив надпись на стене Рейхстага «Захарова из Якутска». С каждым годом уходят от нас ветераны той далекой великой войны, и болят у оставшихся старые раны за друзей, что на небо ушли. Это те, кто 75 лет назад отстояли Москву и спасли Ленинград, кто за родину шел решительно в бой, пулеметные дзоты закрывая собой. Не стесняясь, наденьте свои ордена, позабудьте печали и старость, вами правду гордится страна. Жаль, что вас мало осталось. С каждым годом уходят от нас ветераны, и никогда не вернуть их назад, той далекой войны, не зажившие раны, вечной скорбью нам в души стучат. Если такие стихи пишут молодые, о ветеранах помнят, будьте уверены, что у России здоровое, доброе, щедрое поколение. Коллектив Центральной городской библиотеки имени Белинского еще в октябре 2019 разработали проект «Поколение, входящее в вечность». Проект был создан в целях сохранения исторической памяти и вознаменования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Они же организаторы удивительных уроков истории о Вере Кирилловне, а тему урока назвали «Сила человеческого духа». На уроках присутствовало молодое поколение. Это студенты СВФУ имени Максима Кировича Аммосова, учащиеся разных колледжей города и поселка Актемсы. А название темы «Сила человеческого духа» очень заинтересовало слушателей и волновало.
волновала трагическая судьба молодой девушки, волновали белые пятна в ее биографии, не оставили равнодушными ни молодых, ни пожилых. А нас, организаторов, тронуло, что ни один из слушателей, из молодых людей не доставал из кармана или из сумки свой телефон и не уткнулся в них. И вот хочу даже сказать, что в Доме профсоюзов в зале присутствовало 250 студентов из университета, организовал Совет ветеранов Республики Лебедева Галина Николаевна. И представьте себе, 250 ребят слушали внимательно о Вере Кирилловне. А школьникам было интересно все. Ее детство, ее друзья, игры, увлечения, ее родители и особенно ее бабушки. Годы ее учебы в аэроклубе, ведь ее инструктором был известный в республике Валерий Ильич Кузьмин. Ее черты характера, что помогли ей выжить в кровавой мясорубке войны. И, конечно, как она на маленьком легком самолете спасла жизнь раненым на фронте. С каким достоинством держалась в концлагере, помогала бежать из плена, лечила раненых, как ее мама когда-то лечила своих земляков. С каким упорством, с каким трудом нашла свой полк и какую в дальнейшем интересную и долгую жизнь прожила Вера Кирилловна. Уроки истории охватили почти 1000 слушателей. Земной путь Веры Кирилловны завершился в 90 лет. Она долгожительница. Она нам оставила 3 книги. Вот посмотрите, пожалуйста, о себе и о друзьях. Если вы эту книгу прочитаете, то вам покажется, как будто она сама разговаривает с вами. Вторая книга «У каждого своя война». Эту книгу она составила к 30-летию подарок клубу «Катюша» в 1998 году. А третья книга сейчас у меня нет. Почему? Потому что в нашем городе, большом городе, нет ее книг. Только сохранились по одному экземпляру вот эти книги. И третья книга называется «Трижды умиравшие». Книжка – это крик души с единственной целью – пусть подобное не повторится никогда. И вот посмотрите, еще одна книга Яныгины. Книга о ее предках. Это тоже интереснейшая книга, как в 1795 году пришел первый Яныгин, как он поселился в селе Березово в Валёкминском улусе, сколько детей родили, сколько хлеба вырастили. И вы узнаете все из этой книги. Вере Кирилловне исполнилось 50 лет. Это было в 1970 году. Подошла к концу трудовая деятельность. С грустью отмечала, что годы бегут. Сыновья обзавелись семьями, разлетелись. И вдруг в 1976 году предложили ей новую работу. Это в Советский комитет защиты мира и фонд мира. Это пропаганда идей мира. С большим желанием, удовольствием проработала до 1983 года. Организовала клуб «Катюша». Создание клуба – это идея Веры Кирилловны Захаровой. Клуб стал важной структурой в сохранении исторического наследия народа, дань уважения мужеству, героизму и самоотверженности женщин в годы Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов среди тех, кто был призван и добровольно встал на защиту отчизны, в Якутии было 418 женщин. Каждая из этих женщин есть эпоха. Каждая достойна занять свое место в истории. Они шли на войну не ради славы, ради жизни на земле. 2019 год в связи с юбилеем клуба «Катюша» была издана книга «С чего начинается Родина?». Клубу «Катюша» 50 лет. Это настоящий юбилейный подарок для нас,
сегодня живущих. Никто не забыт и ничто не забыто. А как отметили учителя и школьники юбилей Веры Кирилловны Захаровой? Самое главное событие по увековечению имени Веры Кирилловны – это 14 марта 2020 года. Традиционная городская конференция школьников «Кузьминские чтения» посвящена столетию со дня рождения первой женщины народа Саха, севшей за штурвал самолета в рамках 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Организаторы – это дружный коллектив школы номер 30 имени Валерия Ильича Кузьмина, героя социалистического труда, участника войны. Это землячество Алёкминского района и это землячество Чурапчинского района. Масштабное, потрясающее мероприятие в спортивном зале школы, большая выставка детского творчества, рисунки, поделки. Участники конференции, конечно, ученики, учащиеся из 17 школ города с 1 по 10 классы, 69 выступающих, исследователи биографии Веры Кирилловны Захаровой. А гости высокого уровня увеличили значимость, а торжественность конференции и юбилею духовой оркестр Высшей школы музыки, руководитель Эдуард Кузьмин и совместный хор коллектива учителей и ветеранов Гагаринского округа. А мы стали частью исторического момента увековечивания памяти Веры Кирилловны. Для подрастающего поколения сделан памятный вклад в их развитие. Учащиеся исследуют, выступают, общаются между собой. Это в будущем в их жизни очень пригодится. И все эти действия благодаря упорному труду учителей школы номер 30 имени Валерия Ильича Кузьмина, их энтузиазму, патриотизму, неиссякаемой энергии и, конечно, большой любви к детям. Я горжусь и восхищаюсь вами, учителя. И вот 12 июля 2020 год. 100 лет со дня рождения Захаровой Веры Кирилловны. В родном селе в этот день установлен бюст и открылся новый сквер ее имени. Николай Чучасов, известный якутский скульптор, сумел отразить в камне облик летчицы. Мастер смог не просто показать ее загадочную улыбку, устремленный взгляд в небеса, но и передать ее характер, смелость, женственность и в то же время героизм. А торжественное открытие, имеющее большую историческую ценность, особенно для будущих поколений, состоялось в день окончания Второй мировой войны 2 сентября в селе Дильгей Алёкминского улуса. Отдавая дань уважения прославленной летчице, алёкминчане открыли памятник. Место для сквера выбрано очень живописное. Отсюда открывается такой простор, вид на красавицу реку Лена. В маленьком селе Дильгей две заметные достопримечательности. Это историко-краеведческий музей, школьный музей. Он создан еще в 2010 году учителями Ией Сергеевной Яковлевой. Она отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный ветеран педагогического труда, учитель ученических признаний. И Тыкынаева Анастасия Витальевна. Она организатор музея, руководитель детского творчества, руководитель проекта «Жизненный путь» Веры Кирилловны Захаровой. Мать и дочь – любимые учителя нескольких поколений учащихся. Они истинные землячки Веры Кирилловны, родились, жили, работали в селе Дильгей. Как никто интересовались, кропотливо собирали о судьбе скромной, но героической личности, общались с земляками-чурапчинцами, с ее сыном. Это не напрасный интерес. Неоценима помощь Ии Сергеевны при проведении уроков истории, чтобы благодарные потомки узнали имя Веры Кирилловны. Вторая достопримечательность – это уже сквер имени Веры Кирилловны Захаровой. В эти же теплые сентябрьские дни в Чурапче, Валасе, село Кытанах
где родился отец Веры Кирилловны, Кирилл Петрович, родные и близкие торжественно поставили монумент из природного камня. К столетнему юбилею первой летчицы реализован еще один проект Альбины Черепановой. От имени землячества Лёкминского района подготовлен памятный знак «Летчица Вера Захарова». Знак выполнен из серебристого металла с изображением самолета, на котором она совершала полеты. 2 сентября вручили родным, близким Веры Кирилловны и главе муниципального образования Дельгейский наслед Марату Тимурзяновичу Тимиршину. Наша общая радость – это дать имя якутской летчицы одной из улиц города Якутска. Нашла поддержку главы города Сарданы Авсентьевой. 18 марта 2020 года принято решение по присвоению улицы в квартале Новоспартовской вблизи создаваемого Парка Победы нашей легендарной землячки. Память о минувшей войне – это вечное проклятие войне. Подведя итог встречи, смело утверждаю и отмечаю, что передаю эстафету памяти молодежи, уважение и внимание на встречах, на уроках истории дает уверенность в завтрашнем дне, в том, что никто не забыт, ничто не забыто на долгие времена. Будущее республики в надежных руках. Завершим нашу беседу стихами молодого алёкминского поэта Эдуарда Корнилова. С войны вернулся дед живой, израненный душою, и упивался тишиной израненной душой. С войны вернулся дед живой, победною весною, и упивался тишиной израненной душою. Расцеловал жену и мать, как целовал когда-то. Он научился воевать, он был солдатом. Луна плывет над головой, ночь серебром струится, а деду снился страшный бой, друзей убитых лица. Где души рвет смертельный стон, где день подобен мраку, вставал оглохший батальон и шел на смерть в атаку. И предок мой был в том строю на линии огня, а если б он погиб в бою, то не было б меня. Мы будем помнить имена и тех побед страницы, пусть будет проклята война, и те, кто к ней стремится.